Башкан Ирина Влах в начале предвыборной кампании в местные выборы сказала, что она не будет оказывать поддержку ни одному из кандидатов. Я хотела бы у вас спросить, какой общественник, который всегда зорким глазом следит за тем, что происходит в автономии, и особенно вы следите за тем, что делают наши политики. Сдержала ли это свое обещание Ирина Влах? То есть косвенно или прямо агитировала ли она за тех или иных кандидатов? И проиграла, либо выиграли ее сторонники эти выборы? Значит, мы все знаем, что как бы она косвенно имела несколько кандидатов в Камрате, в Чадрунге и в Волконештах. Косвенно. Они на башканских выборах работали на нее. И по логике вещей она обязана была, если судить с позиции такого среднего политического деятеля, она как бы обязана была официально поддержать эти кандидатуры. Но так случилось, что она изначально заявила, что она в первом туре никого поддерживать не будет. Она почти выдержала, за некоторым маленьким исключением, когда концерт шел, и рядом с ней находился один из претендентов на пост мэра. Но дальше она не пошла. Несколько вот таких нюансов было у нее, где она рядом с кем-то находилась. Но к ее чести она выдержала до конца это молчание, нигде не заявила, что она поддерживает данную кандидатуру. И я вам скажу, что она этим самым выиграла больше. Почему? Потому что те кандидатуры были поддержаны партией социалистов во главе с Игорем Додоном. И удивительно, если до этих выборов Игорь Додон везде с большим носом, везде агитировал, что он выиграл парламентские выборы у нас в Гагаузии, что он выиграл у нас башканские выборы, то сейчас он всем доказал и самому себе, что он проиграл без помощи Москвы. Те два выбора были с помощью Москвы. Гагаузия голосовала за сигнал, поданный Россией, а он там оказался, так сказать, на корабле, Додон оказался, а он всю ту победу присваивал себе. Сейчас, пожалуйста, была идеальная возможность у Додона доказать, что без помощи России все примары должны быть поддержаны партией социалистов. Результат почти нулевой. Поэтому Ирина Федоровна в данный момент поступила очень мудро и намного умнее, чем Игорь Додон. По вашей логике, которую вы только что выстроили в ответе, не получается ли, что Ирина Влах предала, это слово достаточно актуальное во время выборов, либо подставила своих сторонников, которые были вместе с ней на башканских выборах, на парламентских выборах, и они не прошли сейчас. Ключевые фигуры, которые были рядом с ней, они пошли от партии социалистов, но они не прошли, не получили должности примаров. Не является ли это элементом предательства своих сторонников? Нет, не является. Во-первых, сама Ирина Влах несколько месяцев всего лишь находится на посту. Если бы она с первого дня ринулась бы в новый бой, то она бы проиграла существенно этот бой. Поэтому она, интуитивно прочувствовав впереди некую неясность политическую, более того, прочувствовав, что Игорь Додон опять присвоит себе ту победу, если она реализуется, и не желая быть игрушечкой в руках Игоря Додона, и последнее, желая дать полную свободу Игорю Додону, ты же герой, ты же везде говоришь, что ты герой. Пожалуйста, восхищайся без меня, без башкана Ирины Влах, пожалуйста, пройдись, пожалуйста, и докажи, подтверди свой геройский статус. Результат был абсолютно почти нулевой. А почему? Поэтому она не продала. Она, как мудрый политик, в начале своего политического пути, она решила выдержать, взять паузу. Хотя бы, чтобы подумать, правильно ли эти шаги так быстро влезать в новые политические кухни. Поэтому с точки зрения ее как нового политического деятеля на этом посту, это был абсолютно верный шаг.
Леонид Федорович, скажите, вот вы сказали, Ирина Влах не хотела бы быть игрушкой в руках Дадона, а на башканских выборах кем была она? На башканских выборах и на выборах парламента Молдовы была совершенно другая политическая ситуация. Тогда она сама на башканских выборах баллотировалась. Она как центровая фигура, на которую обращали внимание Россия прежде всего. Она как политический деятель вынуждена была сделать эти политические шаги, чтобы на нее поставила Россия, зная предпочтения электората, пророссийские предпочтения электората. Она вынуждена. Она с политической точки зрения совершила очень правильный шаг на тот момент. Мы все 10 кандидатов готовы были тогда получить поддержку России, готовы были пойти на переговоры, но, к сожалению, получила только она поддержку России. И она каким образом добилась? Ну, нас это не волнует, но она добилась. Она добилась победы. На тот момент ей выгодна была поддержка России, выгодна была поддержка партии социалистов Игоря Дадона. Почему? Потому что самой партии социалистов выгодно было поддержать Ирину Влах, потому что Ирину Влах поддерживала Россия. Если даже Игорь Дадон на тот момент не захотел бы поддержать Ирину Влах, а другого кандидата поддержал бы Дадон, Дадон бы проиграл бы. И тогда бы Россия бы повернулась бы к нему другой стороной. Поэтому там интересы совпали. А когда интересы совпали, они идут в тандеме. Когда заканчивается эта фаза, политическая фаза, начинается другая, там уже другие политические силы работают и другие направления. Поэтому там уже каждый из них принимает собственное решение, как с кем идти дальше.